Петр Порошенко на Медне продемонстрировал соотечественникам чудеса гордости и человеческого достоинства. Убоявшись гнева демонстрантов, собравшихся перед зданием ЦИК с плакатами «Кто убил Катю Гандзюк?», президент просочился в здание через черный ход. Порошенко, смелый и решительный президент. Единственный из кандидатов, кто противостоит Путину. Смельчак. Пошутил пользователь под ником Дмитро Булах. А политтехнолог Сергей Гайдай еще больше развил тему «Свой путь. Через задний проход зарегистрировался». Через задний проход проведет избирательную кампанию. Через задний проход занесут деньги электората. Через задний проход ЦИК посчитают голоса. В заднем проходе объявят президентом. И в свой кабинет на Банковой будет приходить через задний проход. Если не вынесут на политическую свалку. Тоже через задний проход. Шутки шутками, но для Порошенко этот поступок чреват последствием. Электорат неохотно голосует за тех, кто выставляет себя на посмешище, а Порошенко это проделывал уже не один раз. Неопрятный внешний вид, сбивчивые речи, племкание, регулярно выпивающего человека, а также постоянные реверансы в сторону западных партнеров, говорят об одном: ни про какую ГИДНАСТ мягкий знак речи идти не может. Не вызывает доверия и нежелание Порошенко общаться с людьми по таким острым вопросам, как убийство активистки Екатерины Гандзюк. Если учесть, что нападение на женщину произошло сразу после ее поста о коррупции в Херсонской мэрии и полиции, становится очевидно, что это был заказ. Вместо ответа на эти вопросы Порошенко предпочитает заниматься популизмом и раздавать абстрактные обещания об энергонезависимости и членстве в НАТО.